Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости», в студии Тойер Пиров. Служба в вооруженных силах является долгом каждого гражданина. Армия – это школа жизни, где человек исполняет свой конституционный долг, отдает дань уважения тому народу, которому он принадлежит, а также показывает, что хочет жить в свободной стране. Молодежь именно на этом этапе жизни постигает такие понятия, как служение Родине, и получает незабываемые уроки мужества, отваги и преданности, закаляются физически и морально. Не зря военную службу называют школой мужества, героизма и патриотизма. Служба Родине в сущности подразумевает служение родителям и с этой целью защищать границы Родины предков, целостности границ страны, обеспечение мира, стабильности и безопасности общества, усердие и стремление к мирной и спокойной жизни будущих поколений и благоустройства жизни граждан нашей страны, отмечал лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон. Благодаря усилиям и самоотверженности мужественных и патриотически настроенных сынов нации был восстановлен конституционный строй в Таджикистане, и была заложена благоприятная основа для установления мира, спокойствия и политической стабильности, создания условий для дальнейшего развития различных экономических и социальных сфер. Вооруженные силы являются залогом стабильности и мира на нашей земле. Служение Родине, укрепление независимости и оборонного потенциала страны является долгом каждого гражданина. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в своем послании к Маджлиси-Ули Республики Таджикистан подчеркнул роль молодежи в развитии всех сфер жизнедеятельности страны. Об этом говорили на мероприятии, которое состоялось в Национальной библиотеке Таджикистана. Наша молодежь вносит ценный вклад в развитие всех социально-экономических сфер. Ее роль, начиная с участия в строительстве крупных объектов до службы в рядах вооруженных сил, защиты государственной границы, стабильности и спокойствия государства и мирной жизни народа Таджикистана, достойна похвалы и является предметом гордости каждого из нас. Об этом сказал лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в своем послании к Маджлиси-Ули Республики Таджикистан 26 января текущего года. На мероприятии по изучению данного послания, которое состоялось в Национальной библиотеке Таджикистана, было отмечено, что в последние годы особенно заметен вклад молодежи в развитие спорта и его массовости, утверждение здорового образа жизни в обществе. Ведь количество спортивных объектов с 1991 года до настоящего времени увеличилось более чем в 9 раз. Также в 2015 году была учреждена премия президента Республики Таджикистан в сфере спорта, и до сегодняшнего дня около 200 молодых спортсменов удостоились этой премии. Представители Комитета по делам молодежи и спорта Таджикистана и Федерации независимых профсоюзов Таджикистана отметили, что молодежь намерена и в дальнейшем уделять первостепенное внимание развитию спорта его массовости, формирования здорового образа жизни, повышения интереса к изучению наук и новаторству. Решение социальных вопросов всегда находится в центре внимания политики государства и правительства страны, ибо сферы науки, образования и здравоохранения считаются основными направлениями социально-экономического развития. С 1991 года до сегодняшнего дня в стране созданы и сданы в эксплуатацию 3020 объектов сферы образования с более чем 1 300 000 посадочных мест. Для повышения и улучшения уровня и качества обучения на всех звеньях образования создаются все необходимые условия. И в этом процессе необходимо повышать ответственность родителей, общественности и учителей. За 2020 год в стране были построены и сданы в эксплуатацию 157 средних общеобразовательных, начальных, средних профессиональных и дополнительных классов на 63 000 посадочных мест. В целом с 1991 года до сегодняшнего дня в стране созданы и сданы в эксплуатацию 3020 объектов сферы образования на 1 300 000 учащихся. Для повышения и улучшения уровня и качества обучения на всех звеньях образования мы должны создавать все необходимые условия и в этом процессе повышать ответственность родителей, общественности и учителей, отметил лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в своем послании к Маджлиси-Ули. В этом направлении на переднем крае находятся учреждения нового типа периода независимости, президентские школы, лицеи и гимназии, и ежегодно более 97
47% выпускников этих учреждений становятся студентами высших образовательных учреждений в стране и за рубежом. С целью повышения и улучшения качества обучения Министерству образования и науки необходимо широко внедрять инициативы и опыт этих школ во всех образовательных учреждениях страны. Для большего улучшения качества обучения в прошлогоднем послании президента к Маджлиси Оли период с 2020 по 2040 годы был объявлен годами изучения и развития математических, точных и естественных наук в сфере науки и образования. И для реализации этой инициативы правительством страны был принят план мероприятий на 2020-2025 годы. Министерством финансов, образования и науки, Национальной академией наук, министерством и комитетом, в структурах которых имеются образовательные учреждения, было поручено совместно с руководителями областей, городов и районов принять оперативные меры для недопущения поверхностного отношения в реализации упомянутого постановления и оснащения математических точных кабинетов и кабинетов естественных наук, и о результатах проделанных работ предоставить отчет правительству страны. Наряду с этим, с целью привлечения большего числа подростков и молодежи, ученых, исследователей, наставников и преподавателей к изучению и развитию математических, точных и естественных наук, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в своем послании к Маджлиси Оли отметил необходимым ежегодное проведение республиканского конкурса под названием «Наука. Светоч просвещения». Зумрат Файзиева, Бахудур Хасанзода. Новости. К зарубежным новостям. Во время взрыва бензовоза на дороге в округе Абуджа в Нигерии погибли 11 человек. Сошедший с Гималаев ледник разрушил плотину и вызвал наводнение в штате Уттараханд на севере Индии. Об этих и других событиях в мире более подробно в блоке зарубежных новостей. Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан со ссылкой на агентство по гидрометеорологии страны предупреждает граждан и гостей республики о лавиноопасности. В ближайшие дни из-за оттепели ожидается повышение уровня воды в реках, текущих с южных склонов Гисарского хребта, а также в реке Хангол. Сохраняется опасность схода лавин в горных районах республиканского подчинения, на южных склонах Гисарского хребта и в западной части Горно-Бадахшанской автономной области. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы!